Значит, различия, вот отвечу конкретно на этот вопрос, различия большие в детях. Вот к нам приходит новичок, если он раньше приходил, когда был Советский Союз, у нас были такие правила отбора. 15 раз не подтянулся, мы его не принимали в секции. Сейчас таких просто детей нет. Это самое главное различие. То бишь болтается, ну, перекладин, как сарделька. Вот это самое главное различие. То бишь дети сейчас больше сидят дома, компьютеры, ну, школы, ну, их прилично загружает вот это ЕГЭ наше. Потому что вот у меня тот же есть внук, ну, и не только внук, за 40 лет столько детишек перешло. Вот это самое главное различие, это в здоровье. Ну и с чего мы вот начинали, раньше была идеология, это патриотизм. То есть это мы гордились, что мы родились в такой богатой стране, великой, это Советский Союз, где впервые в космос, правильно я говорю, да, человек полетел. Это же гордость была. Вот. То сейчас и работаю, да, с молодежью, тут такой гордости нет. То есть патриотизм тоже отсутствует. Это большая разница. А о чем сейчас молодежь думает? Вот для чего им? Я вот только вчера мы с коллегой разговаривали на эту тему. Я просто не могу понять, что им надо в этой жизни. Вот честно. Вот разговариваю. Вот если раньше, снова же возвращаясь, если раньше мальчишки говорят: слушай, ну ты же парень, ты же не девочка, что ты там нюни распустил? Вид спорта, тем более, у нас такой, как он у нас называется, сложно-технический вид спорта. И самое главное, первое, это терпение. Через не могу. Просто через не могу. То он там, когда я ему говорил слово, ты как девочка выглядишь, что он плакал, обижал. Сейчас скажешь, что ты девочка. Ну, я девочка, скажет тебе. Вот когда ты молодому человеку говоришь, что ты девочка, а он тебе отвечает: да, я девочка. Вот как до него достучаться? Вот как его понять, что смысл жизни его? Ну, в основном, то, что я, ну, не все, конечно, не все. В основном сейчас молодежь — это потребители. А надо что-то вначале отдать, чтобы потреблять. Правильно? Ну, в народе как говорят? Что посеял, то и пожнешь. Правильно? Поэтому надо куда-то вложиться, чтобы получить отдачу. Раньше вкладывалось государство? Да, в детей очень сильно вкладывают. Но я хочу сказать, на сегодняшний день, вот когда мы поменяли название страны, то есть там вообще, ну это понятно, экономика рухнула, связи рухнули, это все понятно. То есть экономика не работает, денег нет, нечего вкладывать. На сегодняшний день в детей вкладывается очень много. Даже вот я по нашей школе хочу сказать, ну хотелось бы больше, да, но вкладывается очень много. Я бы не скажу, что... Вот смотрите, на Савино шикарный центр отстроили. 6 залов тренировочных огромных. 1 зал для проведения соревнований. Вот сейчас реконструкция стадиона. Плавательный бассейн «Орбита». По районам строятся даже плавательные бассейны. Но где у нас... Кайгородском мне или где Емово, вот там бассейн, не Емово, а это как, запутался. Ну, в районе построили бассейн, но там некому даже плавать. Что поменялось? О чем мы в начале нашей беседы говорили, и идеология поменялась. Больная тема — это история. Откуда будет патриотизм, когда в учебниках истории про это ничего не написано? Особенно вот про такую страшную войну. Вот в этом году мы 75 лет отмечали Великой Победы. Там такие вот абзацы у детей я спрашиваю. А 4 года? 28 миллионов. Это надо 11 лет про это рассказывать. И то, наверное, все не рассказать, не пересказать. А там такие абзацы. А откуда патриотизм? Или я неправильно говорю? И все отсюда начинается. Я вот еще даже заметил, у нас же такая многонациональный вид спорта. И вот
В основном дети очень много занимаются с Кавказа. Они там молодцы, надо им отдать должное. Они в тяжелые времена сохранили и развили. Так вот, маленький мальчишка, он тебе всю историю про Чечню расскажет, или про тот же Дагестан, или про Кабардино-Балкарию, или про Осетию. Они гордятся даже своей республикой. Они даже многие долго живут здесь. Они там иной раз ездят, летом выезжают к себе на родину. Но они все тебе расскажут. И мы в последнее время, мы дружим очень сильно. У нас хорошие связи. Федерация нашей, с Федерацией спортивной борьбы Северной Осетии и Алании. Все расскажет. О своих национальных героях всех знают. А у нас? Вот у нас знают наши дети. Откуда все это берется? Раньше в школе, когда я учился, у нас даже была история родного края. Вы не застали такое? Что-то не припомню. А вот я когда учился, у нас была история родного края, Воронежского края. Я и думаю, что была история Республики Коми. Это должно быть. Надо со школьной скамьи воспитывать патриотизм в людях. К тому месту, где ты проживаешь, где ты учишься, где ты тренируешься, где ты живешь. Да, я с многими разговариваю, даже мои коллеги говорят, у нас все плохо. Если у нас все плохо, едь ты туда, где хорошо. Я патриот. Мне нравится. Моя страна, в которой я родился. То есть в той, в которой я родился, уже нет, к сожалению. На пьедестал человек выходил. И вспомним момент, когда Роднина, кстати, Роднина, когда ее награждали, у нее слезы. Помните такой момент? Это же гордость. Это надо показывать. Спасибо вам.